Ну что, обзор на фильм сделал? Kannst du mich in deinem Blut spüren wie Feuer? Oh ja, mein Prinz. Wir werden zusammen sein. Für immer. Bro. Sayılık game control. Everybody's on throw thinking throw. Kalanko, Magister Crow. Este for a pon Йоу-йоу! Сегодня мы пройдем игру 2006 года Dark Messiah от компании Arkane Studios. Достал я эту игру в 7 классе, и примерно в это же время мы с братом фанатели от третьих героев. Каково было мое удивление, когда я заметил схожесть в названиях, и как оказалось, у них одна вселенная. От этого я получил двойное удовольствие от прохождения. Надеюсь, и вам понравится это видео. Приятного просмотра. 10 веков будет Пинес. стоять, Если вы будете пользоваться препаратом импаза. и рогатые лорды склонятся пред тем, кто еще не рожден от хозяина тьмы. Нам показывает пророчество Саршизара, в котором некий темный мессия освобождает древнего демона Кхаабелиха из заточения в Шио. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. В прологе мы оказываемся в какой-то темной гробнице. Учитель Фенрик, где вы? Я здесь, Саров. Слушай. В Сазире. Что, блядь? Фенрик, учитель главного героя, отправляет его на первое задание, а именно раздобыть кристалл Шантири. И здесь мы ознакомливаемся с механикой игры, которая сделана на движке Source. В те времена это было чем-то божественным, да и сейчас выглядит вполне неплохо. По пути к кристаллу нам попадаются зомби и черная стража, которых наняли некроманты. Попробуй сломать. Если он еще шевелится, пронзи его мечом. Разделавшись с врагами, идем дальше, и за это нам дают очки. А их нам дают только за выполненные задания. И так как игра линейная, прокачаться полностью мы не можем. Поэтому надо заранее определиться, стать лучшим в чем-то одном или стать посредственным во всем. Берем кристалл и возвращаемся домой. Там учитель Фенрик дает нам новое задание – отправиться в город Стоунхелм к магу по имени Менелаг, чтобы помочь в поисках черепа теней. Однако он не хочет отпускать Сарафа в одиночку и внедряет в нашу голову девушку по имени Зана, чтобы та указывала, что делать. Кстати, меня зовут Зана. И с этого момента мы превращаемся в транссексуала. Da ist sie, Saret. Die freie Stadt Steinhelm. Treffpunkt von Geld und Magie. Скорее всего, вы задали вопрос, какого хрена она говорит на немецком. А дело в том, что я скачал стимовскую версию, и это была большая ошибка. Игра вылетает по 100 раз, Зана говорит исключительно на немецком, плюс вам добавится французский язык на раскладке. Как только мы подъезжаем к Стоунхельму, на город нападают некроманты, и нам приходится удирать от зомби-циклопа и зомби-гачи-мучи. Добравшись до баллисты, помогаем убить циклопа, и на этом некроманты отступают. Как и ёбнуть, блядь, дебил, сука, ты еблан! Затем мы пробираемся в город и встречаем около дома Менелага девушку по имени Линна. Простите. Должно быть, вы и есть посланник. Я Линна, ученица и племянница Менелага. Во время ужина мы знакомимся с Менелагом. Так значит, ты Сарев. Рад встрече, юноша. Он забирает кристалл Шантири и отправляет нас идти спать, так как утром мы отплываем к острову Храма за черепом теней. Отправимся аккуратней с этим супом. Но ночью нас будет слуга и говорит, что на особняк напали некроманты. Выхода нет, мы в ловушке! Не с места, ты уже Кстати, я рекомендую играть только на высокой сложности, потому что так вы растянете себе геймплей и свою жопу. Саров должен опередить некромантов и добраться до Менелага, но путь ему преграждают черные стражи. Боевая система здесь отменная.
даже по сегодняшним меркам. Тут можно использовать не только магию и всяческие разновидности оружий, но и окружение. Как только мы подходим к дому Менелага, мы слышим какую-то суету, и это оказываются некроманты. Где камень? Где камень? Майкл, где камень? Клятая нежить! Я упокою тебя навеки! Что? Художественный фильм спиздили. Затем начинается 3 глава, где мы должны догнать лысую обезьяну. Я его вижу, ему не уйти. Дальше идут догонялки с элементами паркура, но как бы быстро мы не бегали, худого БДСМщика мы не догоняем. И так как впереди толпы наемников, мы можем обойти их путем пацифиста. Для этого проходим сюда и... Подождите, а это что? Я такого не помню. Охренеть, что это было? Это мухоморы. В итоге оказывается, что бомж в стрингах передал камень своему хозяину Арантиру, который соорудил базу под городом. Это, если что, тот парень из 5-й части Героев. И люди считают, что именно он является темным мессией, так как он тоже усердно ищет череп теней. Пиздим кристалл и бежим в сторону причала. А по пути к Сарафу приходит странное видение, где Зана предстает перед ним в виде демона. Не бойся, боль придется тебе по вкусу. Нет, пожалуйста. Затем начинается 4 глава. Sareth, wach auf. Ganz ruhig. Was ist passiert? Зана? Что происходит? Кто? Да кто ты на самом деле? Der Traum war nur der Fluch eines Nekromanten. Glaub nichts davon, mein Lieber. Ich bin eine Freundin, eine Verbündete und ich könnte sogar noch mehr sein. Мы встречаем Линну, и та сообщает нам, что корабль захвачен, так что Сарафу придется ее вернуть. Вычищаем корабль от некромантов и стражей, а в этом деле могут помочь мелкие гоблины, которых зачем-то держат в клетках. Эй! Ты! Освободи меня! Освободи меня! Затем остается только удерживать волну врагов. Сделать это можно при помощи баллисты или собственными руками. Получилось! К острову! Я и подумать не могла. Ты просто чудо. По пути к острову храма нам снится кошмар, который смс-нул Арантир. Вы божественно танцуете, лорд Арантир. Мы все часть великого танца, моя милая. Я просто исполнял его фигуры дольше других. Кто к нам пришел? Иди, Лина, потанцуй с ним, пока ему этого хочется. А вот и твоя первая жертва. Не волнуйся, она не будет последней. Это было странно, но потом будет ясно, к чему он ведет. Итак, мы доплываем до острова и узнаем, что тут обосновались орки, плюс дракон, именуемый Паукаем. В поисках прохода к храму Паука мы находим лук альпиниста, и с этого момента становится возможным лезть в труднодоступные места, например, за секретным лутом. Но как мне кажется, их искать бесполезно, так как в большинстве случаев ты все равно недостоин крутого оружия. Да и при дальнейшем прохождении они все равно появляются повторно у нас на пути. Мы добираемся до врат гробницы Королевы Пауков, но чтобы их открыть, нам требуется дойти до магической электростанции и запитать его при помощи кристалла Шантири. Но короткий путь переградили вонючие гоблины, так что придется идти по канализации. Но перед этим придется сразиться с Паукаем. А убиваем мы его при помощи решетки. Просто изи, босс.
Далее лезем в нижние уровни храма, которая кишит огромными пауками, от укуса которых вы моментально отравитесь. Но противоядия предостаточно, так что пройти их не составит особого труда. Конечно, если вы не арахнофоб. Поднявшись на поверхность, мы добираемся до того места, где обитают те самые гоблины, и слышим забавный диалог. Это быть орка. Орка не есть? Нет, есть. А не съесть Зим, и моя есть орка. Зим глупый, страшный, подлый, но Зим быть моя кузена. Орка есть гоблин, гоблин есть орка. Моя уже пробовать. Вкусно. Гринк дать мне обе печенки, чтобы моя стать... Моя думать... Твоя помнить печенки? Не печенки? Орка, одна печенка. Твоя съесть пару чего-то другого. Разделываем их всех на кусочки, а затем убиваем циклопа, который вырвался внезапно из стены. Прорвавшись через орды врагов, так и добираемся до станции и ставим кристалл. Но обратный путь закрывают орки вместе со своим предварителем Аратроком. И тот говорит: ой, бой, ты че? Махаться будешь со мной? Убить его сложно, особенно на сложной сложности. Поэтому есть один фокус, который облегчит вам прохождение. Собираем масло с округи и разливаем под лестницей. Затем ставим мины и вуаля! Я Аратрок, вождь и шаман клана Красного Черепа. Даю слово чести, если победишь, они тебя не тронут. Затем добираемся до Линны, которая начинает открывать врата. Все получилось. Храм захлестнула энергия. Я чувствую, что горы могу свернуть. Но перед этим к нам забегают обезьяны. А это значит, что Арантир близко. Давай, макака, идем сюда. Дерись, макака. Макака! Макака! О, когда чурбаны с твоего универа дерутся. Как только мы проскальзываем через врата, Арантир убивает Линну, и теперь мы в одиночке продолжаем дело Минилага. Беги, беги, исчадие ада. Я до тебя еще доберусь. Далее начинается 6 глава, которую я ненавижу за то, что в этих узких катакомбах очень легко заблудиться. А задача наша — это найти недостающие кристаллы и вставить их в ключ паука, который открывает комнату с черепом теней. Пробравшись туда, с нами начинает разговаривать статуя королевы паучихи. Согласно привлечению череп теней твой, но знай, он поглотит тебя, если ты окажешься недостоин его силы. Она отдает нам череп, и в этот момент на связь выходит Кхабелих, который, как оказалось, является отцом Сарифа. Отсюда становится ясно, что именно главный герой является темным мессией. После звонка из-под тишка появляется Арантир и убивает Сарифа. И на этом все. В 7 главе Занна успевает воскресить нас при помощи черепа, однако его забрал Арантир. К тому же наши вещи стырили орки, но нам передалась инфекция, при помощи которой мы можем превращаться в демона. Хотя эта способность хрень собачья, и пользоваться ей после нахождения нашего рюкзака не имеет смысла. Добираемся до пляжа сквозь мрази одного циклопа и огромного жуткого червя, у которого воняет изо рта. И возвращаемся в Стоунхелм. Через портал под городом мы телепортируемся сюда. А если точнее, то в Капитолий Некрополиса. По запискам и книгам мы узнаем, что некроманты не совсем плохие люди, а их целью является наука и защита мира. Плюс они поклоняются Асхе, по-другому королеве паучихе, которая еще и дракон. Короче, создательница Асхана. Чего? По пути к кабинету Арантира мы узнаем, что Линна жива. Помогите! Линна! Нет! Ее можно спасти от лап огроменного мегапаука или даже убить их обоих. От этого зависит концовка игры. В дневнике Арантира мы узнаем, что он собирается дать в жертву всех жителей Стоунхелма.
и при помощи их душ навсегда заточить Хабелиха в Шио, врата которого находятся под городом в древнем некрополисе, тем самым спасти весь остальной мир от апокалипсиса. Возвращаемся в Стоунхелм и понимаем, что некроманты уже в процессе истребления горожан. Пройдя через улочки, натыкаемся на циклопа, но убивать его не обязательно. Дальше по пути к нам обращается голос, который говорит, что мы можем очиститься от демонической силы. Явился Сарев! И стать достойным драконьего оружия. Для этого заходим в туалет около церкви и высираем Зану. Индин, делается это в святой воде. Что ты наделал, сын мой? И ответишь за это! Ты отверг искушение нечистого пламени. За это прими дар чистейшего света. Кто ты? Я древний враг твоего отца. Ступай. А затем мы сражаемся с еще одним паукаем, которого можно завалить при помощи баллисты. При входе в некрополис нас встречает Лина в обычном виде или в виде лича. Это зависит от того, убили вы ее или спасли. Ясное дело, если она зомби, то попытается убить Сарефа. В некрополисе нам дается дополнительное задание, в котором мы можем освободить какого-то мужика от вечных страданий, а взамен его отец помогает нам пройти дальше. И вот на самом дне мы деремся с самим Арантиром. Он призывает этого призрачного дракона и пытается дать нам отпор, но мы его побеждаем. И нам дается выбор: отдать череп отцу или послать его и оставить череп себе. От этого тоже зависит концовка, то есть конечная заставка. Предатель, такой же слабый и мягкотелый, как твоя несчастная мать! Будь вы прокляты оба! Крепись, Сарев! Черпай у меня силы, если твои... Скорее! Довольно. То, что было начато седьмым драконом, завершится здесь и сейчас. Предатель, вы еще окажетесь в моих руках! Ты, твоя спутница и весь ваш народ! Помни, я древний демон, я терпелив. Однажды я стану свободен, и тогда ты познаешь настоящую боль! Скованный пленник остался в цепях. Древние силы нетронуто спят. Страх или гнев повернет колесо. Судьбы народа на чаше весов. И на этом игра заканчивается. Конечно, сюжет прост и ясен. Есть много нелогичных ситуаций. Но здесь главное геймплей. Все веселье именно в нем. Так что всем советую. На этом все. Еще и байтик. И, кстати, обзоры на фильмы будут, не переживайте. И, наверное, вы уже поняли, какой фильм следующий.